Кабуле начались акции протеста после того, как в сети появились сведения, что армия Пакистана помогала запрещенному в России движению «Талибан» завоевать Афганистан. В частности, начала распространяться информация, что разведка Пакистана способствовала захвату провинций Кабула, Мазари-Шарифа, Газни и последнего оплота сопротивления Панджшера. В качестве доказательства этой версии в интернете публикуют фотографии военной формы и документов убитых пакистанских разведчиков. Как позже стало известно, жители Кабула вышли на демонстрации по призыву лидера панджшерских повстанцев Ахмада Масуда. Об этом заявляет представитель Фонда национального сопротивления Афганистана Али Назари. Еще больше смелых женщин и мужчин в Кабуле присоединились к всеобщему восстанию, к которому призвал Ахмад Масуд. Они требуют свободы, справедливости, независимости Афганистана. Это сопротивление навсегда положит конец агрессии. Талибы предприняли активное наступление на правительственные силы Афганистана в апреле этого года. Одним из главных поводов атаки послужило заявление американского президента Джо Байдена о том, что 20-летняя антитеррористическая операция заканчивается, и войска США и союзников уйдут из Афганистана. В середине августа талибы взяли Кабул. Единственным регионом, который не подчинился боевикам, оставалась провинция Панджшер. Сопротивление талибов там оказывал Ахмад Масуд, сын лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, который воевал с террористами еще в 90-х годах. Бои на подступах к долине Панджшера продолжались почти неделю. 6 сентября боевики сообщили о взятии Панджшера. Террористы опубликовали кадры захваченного мавзолея панджшерского льва Ахмада Шаха Масуда, отца нынешнего лидера фронта сопротивления. Отряды Масуда-младшего заявили, что не сдадутся и будут вести против Исламского Эмирата партизанскую войну. Тем не менее, талибы уже объявили о полном контроле над Афганистаном и окончании войны на всей территории страны. По словам официального представителя движения «Талибан», сейчас его главный приоритет – это международное сотрудничество и налаживание партнерских отношений с другими государствами. Мы намерены протянуть руку дружбы всем странам и наладить с ними отношения дипломатическим путем, а также решить все проблемы с послами. Посольства должны работать. Мы настаиваем на дружбе со всем миром. Талибы надеются, что Исламский Эмират сможет установить хорошие отношения с Китаем. Прежде всего, они рассчитывают на сотрудничество с КНР в сфере торговли в области вода- и газоснабжения, а также энергетики. Боевики рассчитывают, что состав Временного правительства будет объявлен в течение нескольких дней. Талибан подтвердил, что новая власть будет инклюзивной. Россия пока не принимала решений о признании талибов. Никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что действительно мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями. Очень, конечно, важно понять, что это будет за система руководства и в системном плане, и в персональном плане. С точки зрения американского президента Джо Байдена, до признания их законной властью террористической организации «Талибан» еще далеко. Что будет с афганцами, застрявшими в третьих странах? Что с ними будет? Вы признали движение «Талибан»? До этого еще далеко. Это очень далеко. Спасибо. В августе власти США заявили, что обсуждают вопрос признания Талибана со своими союзниками и партнерами по всему миру. В Госдепе отметили, что боевики подали некоторые позитивные сигналы, но оценивать их действия Вашингтон будет в зависимости от конкретных дел. Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что талибы должны заслужить легитимность. Для этого они должны уважать основы прав афганского народа, в том числе права женщин, а также бороться с терроризмом и отказаться от репрессий.